Хорошая новость для любителей колы. Популярный газированный напиток теперь нашего производства. Коми-колу начал выпускать Сыктывкарский пивоваренный завод. Покупатели вкус распробовали и оценили. Спрос на местную газировку каждый день растет. Кризиса сладких газированных напитков в регионе точно не предвидится. А теперь еще занимаем нишу некогда импортного производителя. Причем отечественное все от ингредиентов до упаковки. Какая она, Коми-кола, попробовала на вкус Ольга Коняева. Лимонад, буратино, колокольчик, квас матрёна, сладкие газированные напитки Сыктывкарского пивоваренного завода всегда пользуются спросом. Теперь внимание покупателей приковано к новинке. На полках магазинов появилась Коми-кола. Берут на пробу и возвращаются за добавкой. Очень хорошо берут. Она не сильно газированная, не сильно сладкая. 46 рублей, 0,5. Очень тонизирующий такой напиточек. Заявление иностранной компании об уходе с российского рынка стало хорошей новостью для производителей страны. Курс на импортозамещение взял и Сыктывкарский завод. Обратились к поставщику сырья, с которым давно и плодотворно работают. Провели расширенную дегустацию образцов из разных ингредиентов. Выбрали лучший вкус. Нам нужно, чтобы вкус был максимально приближен к напитку. Вот именно этот вкус мы и выбрали. Заказали именно такое сырье, состоящее, всю рецептуру, конечно, содержание сырья нам никто не раскроет. В общем, основа колы, ароматический компонент колы, основа, состоящая из натурального ароматического сырья, кофеин есть в составе, есть кислота в составе. Ингредиенты по рецепту смешивают в накопительных емкостях. Так получается купаж напитка. Себестоимость немного выше традиционной продукции завода, но не дороже импортной. Зато все сырье отечественное, так что без колы по Коми точно не останемся. Здесь вода насыщается углекислым газом или попросту становится газированной. Затем смешивается с купажом напитка. Все должно быть в определенных пропорциях, для чего есть специальный насос, который добавляет нужный объем либо воды, либо купажа. Готовый напиток по трубопроводу идет на автоматизированную линию розлива. Оборудование из Ижевска обновили в 2015 году. Дизайн этикетки разработала тоже российская компания, которая печатает наклейки и для других наших напитков. Эти этикетки на самоклеющей пленке у нас печатаются в Ижевске. Почему не в Коми? В Коми мы не сталкивались с тем, что кто-то предложил нам такую же самоклеющуюся этикетку. Пока в Коми не печатают такие вот. Во всяком случае, мы не знаем о таких производствах. Коми-кола уже есть во всех 36 фирменных магазинах Сыктывкарского завода. Новый напиток закупили и более 70 постоянных заказчиков нашей республики, а также Архангельской и Вологодской области. В ближайшее время кола появится в торговых точках федеральных сетевиков в регионе, а также поедет в питерские магазины сети «Дары Севера». 7 мая этого года мы начали процесс производства напитка кола. Выпустили уже более 3500 литров. И на этом мы не остановимся. Конечно же, выпуск зависит от потребительского спроса. И мы надеемся, что нашему покупателю наш напиток понравился, и объемы будут увеличиваться. Завод не первый год выпускает свой аналог коктейля «Мохито», и опыт оказался удачным. Теперь все шансы на народную любовь у нашей колы. Всего в год завод выпускает 2 миллиона литров безалкогольных сладких напитков и еще больше кваса. И пока долгие годы в лидерах простые напитки – лимонад и буратино. Ольга Коняева, Алексей Паршуков, телеканал «Юрган».